Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Без родного языка нет нации. В Пицунде состоялось открытие первого форума учителей абхазского языка и литературы. Женское лицо абхазского бизнеса 25 лет успеха. В Сухуме открылся международный форум деловых женщин Абхазии-2026. Открывают команды Апсны и Амкал. На стадионе «Динамо» проходит торжественное открытие 7-го сезона футбольной медиалиги. В Пицунде 23 апреля состоялось торжественное открытие первого форума учителей абхазского языка и литературы. Масштабное событие объединило более 200 педагогов из всех районов республики, а также ведущих ученых, представителей органов государственной власти и общественности. Форум посетили президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, сотрудники научно-образовательных учреждений Абхазии. Мероприятие началось с видеоряда, лейтмотивом которого стала цитата первого президента Абхазии Владислава Ардзинба: «Без родного языка нет нации». Згиуй згири хау. Уя бесфена камла ярамилатки газам. А закон финаханцей президента абсолютно федеризируха. Усоми? Усер гуяна год подюк, президент уи ухтопа хагиртурух замап. Агиртурух хтопа амтала убаса закон тыцот. Амтала досу аус хей узалаги хуй абсолютно федеризируха. Безмилату. Амтала усикалот. Уя дрозат. Ирдурозат извор хучко, обесфят дертела только абра навсентон да усер урта хазар, хаа рпип школарзы та хазар, апсу бесфят дертела амала, илкау апсу школ иргату, амтакон, чамтак ахтагу, хучкочево и амтак алазом, япсо апсу бесфямлар, апсу литература хамлар, апип шамамзер, насап апсу хинткараги апип шамазем, апсу хинткарай, апсу бесфер пипш. И загоропе, так сказать, и дгулу, и беркуп. А пепш апсу бесфямазер, апсу энкарагяву, апсу бесфямазер, энкарагяву. Вот собственно что хочешь. Президент Бадра Гунба приветствовал участников первого форума учителей абхазского языка. Он озвучил ряд мер, направленных на развитие абхазского языка в образовательной среде. Глава государства поручил Министерству просвещения создать 5 специализированных кабинетов абхазского языка в школах республики к началу учебного года. Форум абсубасфиаджера аммела арецагдузмо хтасу. Абсубасфиапсна конституции накоршена Хунткарат бесшоу. Уя документ кочама цара акумка Хунткара из самшапи абстазараджа ахархора аманы аларцаза атаглзаща апахцару. А Хунткарат бесша ацака ашахатуй ехапия форум ахаракраги. Ачар рейца адзараджа орт хаамте якшо дырраква рытаразы иғадзым иходам аматарква. Харай хамазаруп здырра хараку инженерча, экономистча уха ейвейпшим азаанацдапы алукуава. Заслуженные учителя Абхазии Валентина Халбат и Хилдар Ханагу награждены орденом Магдяпша 3-й степени. Указ о награждении учителей за вклад в развитие образования и сохранение родного языка подписал президент Бадра Гунба. Также в рамках первого форума учителей абхазского языка грамотами наградили педагогов, чьи ученики одержали победу на республиканских олимпиадах. От стратегии выживания в условиях блокады до создания международных брендов и инновационных стартапов в столице прошел Международный форум деловых женщин Абхазии-2026. Событие, приуроченное к 25-летию общественной организации, собрало участниц из 7 стран мира. О том, как женская энергия становится мощным двигателем национальной экономики и почему будущее бизнеса за семейными ценностями, в репортаже Надежды Боровиковой.
На несколько дней Сухум превратился в эпицентр женского лидерства. Международный женский форум «Абхазия-2026» – это не просто деловая площадка, а большой юбилей. 25-летие отмечает организация «Деловые женщины Абхазии» под руководством Юлии Гумба. Проект, зародившийся в начале 2000-х как ответ на суровые вызовы послевоенного времени, за четверть века трансформировался в серьезный экономический драйвер для женщин-предпринимателей. В самые сложные послевоенные годы мы взяли на себя миссию помогать женщинам, обучать, продвигать, оказывать юридическое сопровождение их маленькому бизнесу. Мы не просто поддерживали их, мы старались создать условия, которые потом помогли бы женщинам идти вперед. За эти 25 лет мы прошли путь, который можно измерить и цифрами. Если в 2001 году количество индивидуальных предпринимателей женщин было чуть более 200 человек, то уже к 2026 году их число выросло почти в 11 раз. Это не просто статистика, это качественный и количественный рост женского бизнеса. От первых скромных проектов до зрелых, конкурентоспособных компаний, которые сегодня работают на внутреннем рынке и выходят на международный уровень. Высокий статус форума подтвердило участие первых лиц государства. Президент Бадра Гунба в своем выступлении подчеркнул, в абхазской традиции женщина всегда была хранительницей очага, но именно в годы блокады на ее плечи легла ответственность за экономическое спасение семей и всей страны. Сегодня этот фундамент позволяет строить бизнес нового уровня. Подобные форумы имеют особое значение. Они не только объединяют профессионалов, но и подчеркивают роль женщины в современном мире, в экономике, в управлении, в социальной сфере. Сегодня женщины Абхазии играют активную и значимую роль в развитии нашего государства. Они успешно реализуют себя в политике, государственной деятельности, общественной жизни, бизнесе, образовании, культуре и во многих других областях. Ваш вклад в развитие нашей страны трудно переоценить. Уверен, что в ходе форума будут подняты актуальные и важные темы от устойчивого развития и инноваций до поддержки предпринимательства, в том числе в наших селах. Международный женский форум организован при поддержке Торгово-промышленной палаты Абхазии. Здесь уверены, будущее за креативной экономикой и инновациями, где женское лидерство играет ключевую роль. Женский бизнес сегодня – мощный драйвер экономики Абхазии, объединяющий инновации, социальное развитие и международное сотрудничество. Форум посвящен ключевым темам – устойчивому развитию, лидерству и инновациям. Особую значимость событию придает участие президента Республики Абхазия, подчеркивающее государственный приоритет женского предпринимательства. Особенно рады видеть деловых женщин, наших дорогих гостей из России, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана и Армении. В программе «Круглые столы» по креативной экономике и женским стартапам, развитию сельских территорий и стратегиям устойчивого развития, а также пленарная сессия «Женское лидерство будущего. Устойчивость, ценности и инновации». Убежден, эти дискуссии станут платформой для новых проектов и соглашений. География участников проекта впечатляет: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Турция и Южная Осетия. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова подчеркнула, что женское предпринимательство в Абхазии имеет свои уникальные черты. Оно часто перерастает в устойчивый семейный бизнес. Абхазия обладает уникальными возможностями. Это не только потрясающая природа, красота, душа народа, которая, конечно же, все эти годы привлекает сюда всех тех, кто хоть раз побывал в Абхазии, все обязательно сюда возвращаются. Это культурное наследие. И особенно важно это то, что удивительно талантливые люди, особенно хочу сказать, конечно же, про женщин, красивых, ярких, эмоциональных. Это настоящее богатство Абхазии. Малый и средний бизнес – это фундамент экономики любого государства, любой территории, потому что он поддерживает социальную стабильность, формирует экономический пульс региона. Особое место среди малого и среднего бизнеса, как мы считаем, занимают именно женщины, но если посмотреть чуть дальше, это еще и семейные предприятия.
Они укоренены в местной среде, они выступают опорой для устойчивого развития. На сцену одна за другой поднимались женщины-лидеры, руководители фондов, госучреждений, крупных бизнес-объединений. Все они приехали в Сухум с единой целью – конвертировать личный успех в международное партнерство. Для Беларуси характерен высокий уровень занятости женщин, так же, как и в Абхазии. Благодаря политике, проводимой главой нашего государства, женщины Беларуси наравне с мужчинами участвуют в политической и общественной жизни, руководят предприятиями, малым и средним бизнесом, обучаются мужским профессиям, занимаются научными исследованиями и конструкторскими разработками, становятся олимпийскими чемпионами и летают в космос. Женское предпринимательство и инициативы являются мощным драйвером устойчивого развития. Сегодняшнее мероприятие – это уникальная площадка для диалога, обмена опытом и выработки новых идей, которые помогут укрепить дружбу и партнерство между нашими странами. Торжественную часть сменила плотная рабочая повестка. Пленарные заседания охватили самый широкий спектр тем – от формирования голубой экономики или устойчивого использования морских ресурсов до развития сельского хозяйства или внедрения IT-технологий. По итогам пленарного заседания форума деловых женщин-2026 можно сказать, что женское предпринимательство переходит уже от точечных инициатив к системной экономике. Сегодня достаточно подробно говорили о таких отраслях, как экспорт продукции, торговля, туризм, цифровизация. И можно сказать, что конкретные меры поддержки уже будут не просто как-то рассеянно или рассредоточенно выдвигаться женскими организациями, но уже будут предлагаться конкретные предложения, в рамках которых женщины могут получать поддержку и от правительства Республики Абхазия, и от организаций, и от самого женского бизнес-сообщества. Так что итогом является то, что все-таки пришли к каким-то конкретным предложениям по дальнейшей работе и сотрудничеству с тем, кто хочет начать свой бизнес. Кстати, цифра немалая. Сегодня 40% малого бизнеса в Абхазии составляет именно женское предпринимательство. И эта цифра, конечно же, при определенной поддержке, несомненно, будет расти. Во второй половине дня работа форума переместилась на дискуссионные площадки. В рамках 3 панельных сессий участницы обменивались практическими кейсами до самого вечера. Насыщенная программа продолжится и завтра. Организаторы и гости форума приглашены на деловой завтрак первой леди Абхазии. Он пройдет в президентской резиденции в Синопе. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Трагическая дата. 24 апреля президент Бадра Гунба обратился к армянской общине в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. В обращении, в частности, отмечается: армянская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества. На протяжении многих лет вы вносите вклад в развитие нашей страны. Ваш труд, преданность и сохранение национальных традиций обогащает многообразие культур народа Абхазии. Сегодня мы вместе скорбим и вместе утверждаем ценности мира, взаимного уважения, единства. Пусть память о трагедии служит укреплению солидарности между народами и предостережением для будущих поколений. В День памяти жертв геноцида армян спикер Лаша Ашуба от имени Народного собрания парламента Республики Абхазия направил обращение на имя председателя армянской общины Республики Абхазия Алика Минасяна. В документе, в частности, отмечается: в тяжелые времена испытаний Абхазия стала вторым домом для тысяч армян, потерявших кровь и искавших спасения. Здесь, вдали от родных очагов, армяне сохранили свою культуру, веру, традиции. Сегодня армянская община является уважаемой частью многонационального абхазского общества, вносит весомый вклад в развитие и укрепление независимого абхазского государства. В этот день скорби мы выражаем искреннее соболезнование армянскому народу. Конец цитаты. Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи, проводят в школе номер 9 имени Туманяна. Почтить память жертв геноцида пришли вице-премьер Джансух Нанба и Враздат Минасян, представители армянской общины Абхазии. Каждый год 24 апреля в школе проводят траурный митинг, посвященный памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Все желающие приходят в этот день в школу, зажигают свечи в память о погибших. В фойе выставлены флаги государств, признавших геноцид армян. Там же развернута фотовыставка, посвященная событиям 110-летней давности. После мероприятия в школе участники акции памяти жертв геноцида армян направились на набережную Диаскуров и опустили красные гвоздики в воду на море.
Две подрядные бригады работают на участке набережной, который реконструируется за счет Татарстана. Ход работ осмотрели президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бегвава, премьер-министр Владимир Делба, глава столицы Тимур Аграба. Аграба также рассказал о реконструкции участка у памятника неизвестному солдату. Она ведется за счет средств Сухумского аэропорта и будет завершена к 9 мая. На учебном полигоне состоялись плановые контрольные стрельбы из стрелкового оружия курсантов 1 и 2 курсов Сухумского высшего общевойскового командного училища, сообщает пресс-служба Минобороны. Основная цель мероприятия – проверка готовности будущих офицеров к выполнению огневых задач в условиях максимально приближенных к боевым, а также закрепление практических навыков обращения с стабильным оружием. Программа занятий включала выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. Диктант Победы прошел в Абхазии. Свои силы попробовали 438 участников разных возрастов, школьников и студентов, сообщили в представительстве Россотрудничества. Диктант организовали на 15 площадках в Сухуме, Гагарском, Гудаутском, Сухумском, Ачимчирском и Галском районах. Тест состоял из 25 вопросов, 5 из них относились к Абхазии. 500 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства и планы вернуть в оборот десятки тысяч гектаров заброшенных земель. О приоритетной аграрной политике на этот год рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопо в ходе пресс-конференции в пресс-центре абхазского телевидения. Речь шла о поддержке фермеров в период посевной, обновлении техники и крупных инвестиционных проектах в районах. Подробности в материале Заура Кварчия. 2026 может стать переломным для абхазского села. На развитие отрасли государство выделяет рекордные 500 миллиарда рублей. Но даже этого недостаточно для главной задачи – вернуть в оборот 30 тысяч гектаров заброшенных земель. Чтобы расчистить и засеять такие площади, Минсельхоз рассчитывает не только на бюджет, но и на инвестиции и льготные кредиты. خش نزك كتر انزاب كتر خميد حلو برانبي سيجي بنزك كتر بري خرخ زمان بيش تادجل زالج حورس رس في الحزر ويعني جو خوش شجاش بساخشتي او صدرمو ببيري غخوابني غخوادجل كروب ابرخ خرت دود زسيوب تسجحم بحرق خطي بزح يعني قد ابرتادجل كور زغراب خيرغونا قطع عني اودجل كروب رايون عني اودجل كروب يحرد زك مرجلر جانا خي أوادجيل كوا أبرت خرخور خينا قدو وبريزحني يتخوب ريحة برنامج متصرف خذهم يتخوب عمش خدوك زما كتر خمية برنامج كوا إنفستر صار نرتخر عرلا بري وستوب تي بنك ويأرزو الجود حساب زما برتخر برتادجيل كوا كتر خمية بريت كوا حرد شدزني أدجلر تخوب. В разгар посевной государство традиционно поддерживает аграриев, в первую очередь при выращивании кукурузы, одной из главных сельхозкультур республики. Как и в прошлые годы, фермерам планируют помочь топливом, чтобы не допустить роста затрат на полевые работы. أبرينا كرش نزحرة تكنولوجيا ستانسيا كوا حتى ستانسيا كوا تقول ذا شدار يوديو بناس دري مفرقة وصورة أخو حريق وحزازي تيبا قوي تقول ذا شيخوجيك يرشيزو مخبري ستانسيا كوا زقو أبري أخو نقول رزحوب نخوي زحن يا خي أحب حريق تسني حوب خنوسكي خوش مات جكتار قاتش غورة متسرة أبري بنتوس كرزحن بري حنتكلم تو تكنيكا كتبوا عن النيوة ناس تكنيكا زي تراكتور تبقى زويد وزادر جلوزم كتر يحبس شو حرحت صخرة حرثت سبري زحن أبري ياخو كورونا ميبرجر تبش برتيس تجلوز عشان أخام كان خديك وديرة كوب وبري أنت بري ياخو يسحم زرت زحن إلى بسنة خدا هذا قال أيتيت أي حب خزرت بش تخري بلطة بلترايون كوا أبردي تراكتور كمي بروجا وسكوا أخويا سمرت زحن يا خاوي بخزنا شقعتنا ناس نتكاري وسبرت عن يشتوب حزب شو بتاكي حالته بسخويور رايون كوا تاخش نيروت بلطة
абри иротехника нелек, абриала абалпировала и цены в цухар пепш. Но удержания цен мало, если техника выходит из строя. Поэтому парк машино-тракторных станций продолжат пополнять новыми единицами. حراسن بيز واحد دبرت خوش مليون بارا كتن خمي وشارك الزوجو برنامج عن يربوب مليون كبارا روح برت تكنيك ستانسي كورسوعنا آخره حرزك حتى خوب تكنيكا أديو كسرسكو نس حري حمو تكنيكا بسنيو ورترز رلا رتسكر رتشكوب نيمي برغوت خيري أب أسبيس تكنيكا حزيشتو خوي ماجك روح تكازر جبري خيط شايرة كون بحكود ورستوت كتن خمي مينستر در راح تاخد حنا زبرجو أبرد راح يتسخران بريتوسي يبقى أيديني سوزر يبقى أخك التكنيكا رايمكو أني أزرب وبري ياخد هذه الكرة تسكيرا نيوسنا وصاد ورزحنا جيرخ يا حبة التكنيكا هاتشغورا رزحن أرجت رح كتب سنتانس برنامج حولك ناس وصاد حولو. Параллельно решается вопрос сбыта. В Кулрыбше расширяют прием цитрусовых и фейхоа, а в Ачимчирском районе готовится к запуску агрокластер с инвестициями более миллиарда рублей. Он сможет перерабатывать почти все виды местных культур. Кулрыбше район цитрус алыц усахадрул завод регуляры хечез яха завод регуляр хецепх сезонан мандарина ридер клон يرى تيتوس خالق فرد ركون أخو بدرك أوجه نيقوب أمروجا كواغني رموب وبري أمروجا كوا تيتوس بس نكنديتي زمام خطب زيرة واعي كريجو رد كلنا وسا خدر وش وبري بخرت السحارة زك حلا ناس أقول غزحم وبري وسا وبحة سنتا عشق صالة بري سيزوننا أو يختار بيبش أمروجا كوا كورجول يجوب وبس خنوب نسان خدشة تجاوز شنروا إرزمتي продукцию وبرينا غنيال رزار بيبش ويريحوا وصب بخصوص ناس أبسني على رنيو برت проект كوسرويد مكان أبخي عايز يجتوب проект زوجكتا عني على رنيو ببرجة فورم حاكي تجزنا نباتسريت بتخطرنا كسر ويدار زيدو проект توب زوجكتا على رنيو بسد زياد حلو كتن خمية على تبريد سيدرو ساقوم كياد خوزيجي يخورم ما يديل حوم يزبوز علاقي سجل خضر كله وبري على رو سوريا لقر مكان ويجي برسبكتيفا عنو بيوبخ يتخوزيجي بري أبارا زوج أنزا أدا نيخت وس هاي كوش حتى أرتخيتها بانك الله خيتها شكله حقوق ودقوق ردوز أحسود بريجي وسوريا لقطحو. В министерстве рассчитывают, что развитие сельского хозяйства даст не только урожай, но и новые рабочие места, а значит, поможет удержать людей в селах и вернуть интерес к работе на земле. Заур Кварчия, Торни Камичба, Абаза-ТВ. Минздрав Абхазии напомнил, что Всемирная неделя иммунизации проходит с 24 по 30 апреля и призвал вакцинировать детей. В столице вакцинация будет проходить в детской поликлинике и республиканском реабилитационном центре, сообщила «Спутник» главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба. Она подчеркнула, что вакцинацию нужно проходить по утвержденному Минздравом Абхазии календарю. Прежде всего, нужно ставить вакцину от коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита и гепатита Б. В возрасте от 1 года и 6 лет необходимо привить ребенка от кори, краснухи и паротита, рассказала Абухба. Председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса предпринимателей и меценат Муса Экзеков принял участие в расширенном заседании Президиума Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, где ему вручили большую золотую медаль имени Петра Великого. На совещании обсуждались вопросы сотрудничества с Академией наук Абхазии. Был искренне рад получить из рук председателя отделения, нашего друга и партнера, академика Андрея Ивановича Рудского, большую золотую медаль Петра Великого. Считаю эту награду символом нашего крепкого сотрудничества, отметил Муса Экзеков. Будем только увеличивать, усиливать нашу работу, взаимодействие с Академией наук. Академии наук хочу пожелать светлого, успешного пути. Ну, когда у нас такие партнеры будут, я уверен в этом. И уже первое следующее действие, не буду скрывать, это была личная инициатива Мусы Хабалевича. Мы говорим про Абхазию.
он почетный член Абхазской академии наук. И когда узнал, что мы заключаем соглашение, и заключили уже и с Белорусской национальной академией, и с Армянской национальной академией, и с Шанхайским отделением Китайской академии наук, и сейчас уже, я знаю точно, скоро поступят предложения из Казахской и Киргизской академиями наук заключить подобные соглашения, то буквально несколько дней назад, да, мы получили письмо от президента Абхазской академии наук с предложением заключить соглашение по взаимодействию в области курортологии, сельского хозяйства, там особенно мы уже с Виктором Ивановичем говорили. Будем работать по всему спектру наук, какие возможны. Продолжайте в том же духе. Спасибо большое. Уникальный цикл короткометражных анимационных фильмов по истории Абхазии смотрите в эфире Абаза ТВ в это воскресенье, 26 апреля в 19:30. Более 300 человек уже подали заявки на участие во втором сезоне конкурса управленцев команды Абхазии. Активный отклик на старте заявочной кампании показывает, что конкурс вызывает устойчивый интерес у людей с разным профессиональным опытом. Среди подавших заявки наибольшую долю составляют представители государственной службы – 19,5%. Главная спортивная новость этой весны. Сегодня вечером на Сухумском стадионе «Динамо» состоится торжественное открытие 7-го сезона футбольной медиалиги. Накануне команда «Амкал» прилетела в Сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба. Игроков встретили песнями, танцами и угощениями, а команда «Апсны» провела вечернюю тренировку на «Динамо» и продемонстрировала хорошую форму и высокую волю к победе. Сейчас предигровая тренировка, все готовы, в преддверии игры, на самом деле ожидаем полные трибуны, все заряжены и, надеюсь, осчастливим всех. Эмоции просто супер положительные, играем дома, при родных трибунах, будет болеть вся страна, вся наша республика, мы очень ожидаем эту игру и, надеюсь, так же, как сказал, все будут рады после матча. Харитон Аграба одержал уверенную победу над Джеральдо Инту, выиграв бой единогласным решением судей по итогам 10 раундов. Поединок прошел в рамках турнира Бэт Сити. Уважаемые зрители, прежде всего аплодисменты боксерам. Хороший бой! Итак, по окончании 10 раундов со счетом 98-92 и 99-91 дважды единогласным решением судей победу одержал Харитон Аграба! В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 25 и 26 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу местами, ночью кратковременный дождь, туман, днем без осадков. В воскресенье без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15. Температура морской воды плюс 12. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%.
А на этом у меня пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи и хороших выходных.